на Волге чудный город, зеленом и вечно молод. Он друзей к себе манит, пусть Господь его хранит. Чебоксары — это ты, здесь живут мои мечты. Никакие города не заменят мне тебя. На заливе красота, церкви бьют колокола и гуляют до утра все влюбленные сердца. Шубашкарам Шубашкар, Şurada emelsen, şercinci min burkula, tanlaşmak kalsan bala. Сегодня у нас открывается 82-я выставка «Душа Палестина». Святая земля Палестина. Работы, которые перед вами здесь стоят, это работы великих художников Россия, Палестина и других государств. Это впервые в истории России организуется такая международная выставка «Палестина глазами российских художников». Некоторые художники писали эти картины в Палестине, находясь там, но большинство их никогда в жизни в Палестине не были. И не посещали Палестину, они писали своими чувствами. Они читали историю, они 2 месяца знакомились, и про каждое место мне звонили. Участники из Сибири, из Татарстана, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Нижний Новгород, из Ярославля, из Кирово-Чепец, из очень многих городов России. Мы всех собрали как единая семья, единая команда, дружная команда. Наша цель – искусство во имя мира. Искусство для продолжения защиты прав людей на жизнь, детей на жизнь, счастья в этом мире. А что еще надо? Что еще надо? Мира палестинскому народу, мира
мира всему народу мира, а для того, чтобы этот мир был, опять же, надо любить. Вот большой любви всем нам, в том числе чувашскому народу, палестинскому народу, да и всем народам нашей дорогой, милой, любимой земли. Доктор Басам организовал это мероприятие, и очень хороший проект, я считаю, который, в общем-то, впервые в России проводится, и на такой волне, что искусство за мир. Каждый художник, наверное, испытывает это как праздник. И выставка получилась, знаете, как бы неожиданной стороны. Поэтому очень приятно видеть картины. Анунаки – это Ану, это значит с другой планеты человек. Это первый из анунаков. Который спустился. После него уже появились тут Энки, там, Иштар. Вот эти вот богини, цивилизация пошла совершенно другим путем. Выставка направлена на защиту мира на земле, чтобы люди жили в мире, в свободе, чтобы у людей была возможность развиваться, учиться, общаться с миром. Хотели показать в своей работе палестинский рынок, историю народа, историю искусства, народного искусства. И показать, что древние традиции, они существуют на земле. Именно собрались очень много русских художников, которые известны не только в России, уже во всем мире, как они видят Палестину и показывают Палестину в их глазах. والله يا حرف الوطن زي العبر بالصدر محلى Выставка, которая имеет вот такие мирные корни, которые направление к развитию, направление к тому, чтобы люди понимали друг друга, любили и уважали вот эту вот ценность жизни. Для меня они ласточки. Это символика дружбы людей, друг друга никогда не бросать. Ласточки они такие, они когда
Никогда, если хищник нападает, они все кидаются, они побеждают. Вот я хочу, чтобы и палестинский народ, и чуваши всегда были, друг другу помогали в нужный момент, защищали. Вот такие должны быть, как лавочки. Художнику хочется отметить, вот, очень интересные есть работы, это очень приятно. Очень благодарен организаторам такого форума искусства мирового, российского и чувашского масштаба, объединяющий все народы, не только России, а всех тех, которые испытывают огромные боли и сострадания народу Палестины. Палестина – это святая земля. Туда стремились всегда художники, как и в XIX веке, так и до сих пор, и раньше. Глаза наши окна, уши наши двери, и мы должны понимать, что у нас внутри и что мы видим снаружи. Поэтому, когда будет целостность этого, будет мир. Божьего благословения всем. Я хотел бы поблагодарить художников, участвующих в выставке «Палестина глазами русских художников», а также тех, кто ее организовал, в особенности уважаемое правительство и дружеский народ Чувашии, а также организацию Ассамблеи представителей народов, проживающих в Чувашской республике, и уважаемого доктора Басам Аль-Балаев, президент Ассоциации дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Льва Пантелеймоновича Куракова, который эту здание построил, который основал Дом дружбы народов, который основал Ассамблею народов Чувашия, который был объединитель народа, который никогда не держал зло ни на кого и простил всех, кто в этой жизни его предал. И поэтому
проводя эту сегодняшнюю встречу, вот студенты подошли сейчас из разных высших учебных заведений, они обучаются у нас, они показывают пример, они получают образование здесь, становятся послами Чувашской Республики, Российского государства в других странах. Они будут сеять добро, они будут сеять согласие и мир. И мы должны поэтому всех уважать, всех любить, всех ценить. А палестинскому народу сказать: правда победит всегда. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الفداء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا للدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غايات أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمم، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا. Чуваш халықне бір санайылыца, чуктават тұрсанса, ойлайық шаплап болды, сана қышне қарап. Керемет, керемет, Чуваш халықне бір санайылыца, чуктават тұрсанса, ойлайық шаплап болды, сана қышне қарап.
bir sana yuvasa, çuktava kusamsa, вылаешь шаблакуда, sana kuş не аппарату. Керемет, керемет, улас чаваш халахне, bir sana yuvasa, çuktava kusamsa, вылаешь шаблакуда, sana kuş не аппарату. Керемет, керемет, улас чаваш халахне, bir sana yuvasa, çuktava kusamsa, вылаешь шаблакуда, sana kuş не аппарату. Ближневосточная страна Палестина. Эта земля священна для иудеев, христиан и мусульман. Слово «Палестина» происходит от названия древней страны Филистии, которую населяли хорошо известные по Ветхому Завету филистимляне. «Палестина» глазами художников России выставка под таким названием открылась в Казани. Около 50 работ представили мастера кисти из Палестины, Татарстана, Башкортостана, Республики Мариэл, Чувашии, Хакасии, Вологодской и Кировской областей, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Кирово-Чепецка и Ярославля. Национальная палитра разных регионов России, она своеобразна. И во многом вот эта палитра появляется благодаря деятельности активных людей. Именно в Чувашии проживают активисты и их лидер доктор Басам, которые смогли организовать очень сильную, своеобразную палестинскую общину, которая и является во многом центром, наверное, культуры арабской в Поволжье и на Урале. А в нашей республике представители арабских государств представлены в большинстве своем студенчеством. И мы сегодня решили на площадке Казани, Дома дружбы народов Татарстана, организовать эту выставку. С одной стороны, яркие представители Палестины, которые проживают в Чувашии. С другой стороны, большое количество арабских студентов, которые обучаются в вузах Татарстана. И арабы, которые сегодня уже стали гражданами России и местом своего жительства выбрали город Казань. И вот эта площадка для нас является естественной. Нам есть о чем рассказать друг другу. Палестина – это история человечества, это история культуры мира.
Поэтому знать эту историю, знать первоисточник, это важно для каждого. Большую часть зрителей выставки составили студенты из арабских стран, которые в этот день отмечали выпускной вечер. Организатор и вдохновитель выставки, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академик Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктор права Аль-Балуи Бассам Фатхи. Я хотел поприветствовать народов дружеские Татарстан, народов России. Палестина глазами российских художников. Эта идея пришла давно, мы сейчас ее реализуем. Первому, который пришла вообще эта идея, которую начали в мире, был Иззеддин Аль-Талак, дипломат палестинский, который в 70-х годах, к сожалению, был убит израильской разведкой в Париже. Вот, он был послом Палестины в Париже. Он собрал со всего мира всех художников, и они организовали выставку в Бейруте, в Ливане, «Палестина глазами художников мира». Открывал ее покойный вождь палестинского народа Ясер Арафат. И его цель была объединить всех людей мира, чтобы через искусство добиться, чтобы в мире был мир, была дружба, чтобы никогда не была война, чтобы закончиться оккупация Палестины. Поэтому мы продолжаем эту традицию, которая ко мне пришла просто вот в марте месяце уже реализовали, а до этого она пришла. И смогли собрать очень много художников, потому что художники, они послы мира. Они всегда чувствуют и видят то, что другие не видят. И поэтому из Татарстана дружеские очень много у нас художников участвует, из Хакасия, из Ярославля, из Кривочепес, из Санкт-Петербурга, из Москвы, со всей России. Художники объединились, и уже более 200 картин они написали, просто как шедевры о Палестине. Многие из них не видели Палестину, но она живет ведь в сердцах, в умах людей. Любой мечеть – это Палестина, любая церковь в мире – это Палестина. Палестина, есть даже одна картина здесь, Палестина – масс земли. То есть, так как все пророки родились на территории Палестины, она масс религия и масс земли. Поэтому хотим, не хотим, всегда все народы мира стремились к Палестине. У них было чувство. Все христиане мира совершают паломничество где? В Палестине. Мусульмане, первое место, куда они молились, мечеть Аль-Акса в Палестине. Поэтому из Палестины начался мир. Из Палестины должен, в конце концов, восстановиться мир и справедливость. Потому что без справедливости какой наш смысл нашей жизни пропадает? Мы все люди. Я здесь уже 38 лет живу в России, учился в Советском Союзе, защитил диссертацию по международное право, специализировался по защите прав человека, прав народов. Я верю, что человечество должно объединиться во имя жизни на земле, чтобы была жизнь. Но сейчас жизнь такая, что главный мотив этой жизни должен быть миру мир. И выставка
посвященные вот как раз этой теме, представлены сегодня здесь, в Доме дружбы народов Татарстана. Замечательные работы, прекрасная выставка и такое доброе чувство. Вот, посмотря эту выставку, остается такое доброе чувство. Видно, что художники лелеют эту мысль и думают обо всем мире, вообще о мире на нашей земле. Есть портреты, есть жанровые такие композиции, есть пейзажи, но все они связаны как раз вот с Ближним Востоком и с пониманием того, насколько сложно сейчас там все происходит. И, конечно, замечательно, что есть такая возможность участвовать в такой выставке. Выставка добрая и нужная сегодня вот зрителю, нашему обывателю и жителю вообще Татарстана и всей России. В этой выставке принимают участие не только художники из Татарстана, но и замечательные художники из соседних регионов. Такой инициатор выставки, доктор Басам, пригласил, наверное, лучших художников из Чувашской республики, из Татарстана, из Марийской республики, из Удмуртской республики. И то есть вот эта экспозиция, которая сформировалась вот на основании этих работ, вот этих очень хороших художников, как раз здесь представлено. Разнообразие техник, разнообразие манер написания работ, все это придает выставке такую, знаете, особую стать и важность. Мне хочется, чтобы для детей мир во всем мире был на самом деле гармоничный, добрый, своим ученикам, своим детям, своим внукам. Я, конечно, желаю, чтобы они росли в мире и в дружбе, также и другим детям. И моя работа поэтому посвящена будущему Палестины. Мама читает книгу своим детям, и здесь вот у них на столе разложены разные атрибуты, и то есть это мирное, совершенно такой вечер, тихий, спокойный и умиротворенный. Но этого, к сожалению, сейчас в мире Палестины это редкое явление. Страдают очень дети, и это, конечно, нас беспокоит, и нам хочется, чтобы был действительно мир для всех, особенно для детей, поскольку я связана всю свою жизнь с детьми и с творчеством детей. Мы на выставку всегда ходим вместе, они со мной ходят на пленеры. Тихон Бердников, Антон Бердников, Антон Павлович, Тихон Павлович, это внуки моего сына. Сын у меня скульптор, он тоже принимает участие во многих выставках, поэтому они живут нашей жизнью, мы всегда с ними вместе и неотрывно. Они уже первые пера пробовали? Обязательно пробовали. И вот Тихон и Антон мечтают быть директором школы, как их дедушка, вот Юрий Леонидович. Вот его работа, она тоже посвящена теме мира и Палестины. «Камни говорят», эта работа называется. Мы очень много путешествуем, ездим с ребятами действительно и по всей Европе, и на Дальнем Востоке, и бывали в очень многих странах, и со студентами, я еще доцент кафедры дизайна. Но в Палестине мы не успели побывать, хотели, наметили, и они только очень много слышали, очень много рассказывали друзья тоже, художники. Вот, и я думаю, что это будет время, когда мы туда съездим, но это будет, конечно, в мирное время. Ну, это, конечно, правильно, я считаю, действия многих людей, которые собрались вместе, которые как бы восприняли проблему, темы Палестины сейчас, теперешней Палестины. Вот. И они хотели бы, конечно, те, кто понимают, и те, кто сейчас участвует, конечно, на выставке, ну, я думаю, больший круг людей хотели бы, чтобы был мир, как говорится, во всем мире. Вот. Не было каких-то вот таких грозных и тревожных территорий. Вот. Поэтому
старались то, что для нас было интересно, старались нарисовать с теми вот возможностями, которые у нас есть. Кто-то делал, наверное, более, такие, как сказать, серьезные или суровые какие-то моменты жизни Палестины, теперешние, современные именно. Но у меня работа посвящена больше прошлому, наверное. Иисус Христос, мать и какая-то вот идиллия, которая была раньше. Правда, она называется «Камни говорят», но это называется так, чтобы камни помнят, камни помнят. То есть те представляемые мной места помнят просто хорошее время, хорошее и какие-то основные, главные события для всего мира, в принципе, идеология, вот то, что наши деды заложили, да, те, что восприняли наши деды из христианской идеологии, да, вот это все оттуда, поэтому тем более, наверное, всем интересно и всем тревожно за теперешнюю Палестину. Есть целый ряд в истории, конечно, художников, которые рисовали на религиозные темы в том числе. И можно вспомнить легко наших художников русских, которые ездили именно на места, как говорится, на места святые. И рисовали там с натуры, и этюды, и картины привозили оттуда. То есть это целый пласт художников. Вот. Поленов в том числе, например. Он русский художник, много русской природы рисовал, но и в то же время рисовал. Вот ему интересно было это именно учение, и интересно было, откуда все, что взялось, как говорится. Вот, поэтому мы, наверное, стараемся не отстать. Конечно, отстали, и уже много, но надо еще не отставать, еще много надо сделать, чтобы, высоты каких-то таких наших деятельности нашей, изобразительной, да, поднять еще на более нужную, интересную высоту, что ли. На полотнах оживают уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничества, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей, роскошные вековые оливы под южным солнцем, каменистые горы, пустыни, долины, улочки и рынки. Последние являются обязательной частью культуры городов Палестины. На полотнах изображены Иерусалим, Иерихон, Наблус, Газа, Самария, Хеврон. Это великий художник чувашский, народный художник Чувашия Анатолий Силов, президент Академии художников мира, написал «Палестинская бедуин». Какая бедуин, как она одевает. Вот это Марина Албалави написала. Обычно отец заботится о дочери, о детей. А здесь, когда отца ноги нет, уже ребенок говорит: папа, я теперь твоя опора. Это призыв к миру, остановки, любая война на свете не должно быть. Это отношение между ребенок, чувстве между ребенок и отец, отцовская любовь. То есть вместо того, что он должен покупать игрушки, куклы, с ней играть, теперь она должна быть его опора, его нога. Это очень знаменитая стала картина, они уже пишут в мире, показали по телевизору, за рубежом, в газетах, в журналах. Это символизирует трагедию палестинского народа, и что без мира невозможно жить. А это великий палестинский поэт Гасан Канафани. Он такие стихи писал в любви о родине. И руководители оккупантов называли его слова сильнее, чем любая ракета, любая пуля и любой танк. Ямбердов Иван Михайлович из республики Мариэл. Эта картина называется «Палестина. Мать земли». Потому что в Палестине как раз родились все религии, родился Иисус Христос. Самое главное место мусульманов, мечеть Аль-Акса, и христианов. И он показывает здесь мать
этой земли, который от горя, от оккупации, от потери Родины, она в таком ужасе. А здесь он показывает оливковое дерево многовековое, которое 5000 лет. И на ней показывает великий палестинский поэт Муин Ксисо. И многих поэтов на этой дереве, и даже здесь он его показывает. И лошадь он нарисовал, что мечты все равно исполняются. И он говорил, что без Палестины невозможно жить. Даже христианин, он всегда несет Христос это палестинец, который родился в Палестине, на свой грудь. На кладбищах присутствует Палестина, в церкви это Палестина, в мечети это Палестина. Поэтому он сказал, что Палестина это масса земли. И вот такая картина у него вышла. К сожалению, самая страшная болезнь на сегодняшний день – это не вирус корона, это не рак, это не болезнь сердца, это не СПИД, это дефицит человечности, отсутствие человечности. Ты родился человеком, будь добр, живи человеком и уходи из жизни человеком, который сделал наш мир лучше, добрее, честнее, в котором наши дети, наши внуки будут жить в уюте, в комфорте, в согласии, в взаимопонимании. Покажи им правильный путь жизни. А что может быть лучше, чем искусство и культура, чтобы показать людям, как должна быть жизнь? Какая она красивая, эта жизнь. Выставка называется «Палестина глазами российских художников». Начало она дала в Чебоксарах. Участвовали очень много регионов. Выставка эта международная, и страны участвовали. Абакан, Хакасия, и Комсомольск-на-Амуре, и страны Азии участвовали в этой выставке. Казань, Чебоксары, Кирово-Чепецк, Ярославль, Лениногорск. Еще много городов. Это многонациональная выставка. Она говорит о дружбе, о мире, о добре, о том, что мы хотим мира, мы хотим жить дружно между народами. Мы не хотим поднимать руку ни на один народ. Мы хотим объединиться, потому что художники, они миротворцы. Они несут только радость, добро и любовь, и позитив в мир. Я написала работу «Палестинская Мадонна». Я увидела Мадонну, несущую жизнь. Я увидела, что Мадонна, она прежде всего это мать. Мать, которая дарит миру добро, дарит миру новую жизнь. И я хотела вот этим символом, рождением ребенка, сказать, что наши отношения должны возрождаться, должны так же родиться, как этот вот ребенок. И символ материнства, он всегда вечный, он всегда говорит о том, что женщине нужен мир, а женщине нужна радость, любовь, солнце, добро.
Каждый человек имеет право дышать чистый воздух, имеет право кушать молоко матери без страха, имеет право под крышей дома какой-то жить, имеет право учиться, развиваться, любить и быть человеком. Один раз эта жизнь нам дана. Почему кто-то может лишать других людей права жить? Кто ему дал такое право? Когда будем жить в мире, если будет продолжаться оккупация, не может быть никакой мир. Поэтому это призыв к миру, это выставка, посыл к миру, что все должны жить в любви, в радости, без войны, без страха. Вместо соревнования в войнах надо соревноваться в картинах, в науке, в спорте, в медицине, в открытии научных исследований, в космосе. لعالمهم واشهد لله بمحضرهم النصر تألق من دمهم شكرا لدماء الشهداء اصعد بالروح لعالمهم واشهد لله بمحضرهم النصر تألق من دمهم شكرا لدماء الشهداء دمهم يبقى حيا فينا رغم الموت دمهم أقوى من كيد وحقد الطاغوت يسري بعروق الأشجار يحيي أرضي كالأمطار زيت لزناد بنادقنا ومشاعل كل الأحرار هم موج دمهم بحر في شاطئه وقف النصر ولهم بعد الله الشكر شكرا لدماء الشهداء أعلن جهرا أسماء الشهداء السرية واشمخ فخرا فالأحمر لون الحرية وطني من دون الشهداء كالأرض تموت بلا ماء وحملت سلاحي من دمهم ومضيت أقاتل أعدائي صليل خيول الفرسان ونزيف دماء الشريان تتحرر كل الأوطان شكرا لدماء الشهداء أنصت
واسمع أنصت واسمع بالنصر رصاصي قد هتفا واسجد واركع في مسرى الدم إذا نزفا الفجر الصادق قد هلّ في وجه شهيد يتجلى بخطوط النار مصلاه وتوضأ بالدم وصلى أعلاه قد شمخ الأرز بدماه النخلة تهتز والنصر تساقط والعز شكرا لدماء الشهداء دمنا اللهب في الريح العاصف يشتد دمنا الغضب بحرا من نار يمتد ثوار ويجمعنا الهم والقدس قضيتنا الأم ولها سنعود ملايينا شهداء يوحدنا الدم ورداء العزة في الزمن منسوج من خيط الكفن واهتف معتزا يا وطني شكرا لدماء الشهداء شكرا لدماء الشهداء. Мы просто куклы, и наши руки нитями связаны. Мы хотели бы по-другому, но только так делать обязаны. Может, мы просто снимся, и когда рассвет уже будет ближе, мы с тобой растворимся, и я тебя больше не увижу. Может, мы просто куклы. Может, мы просто куклы. А может, мы капли в море, и среди тысяч таких же, как мы, на бесконечном повторе, как не потерять тебя среди толпы. Может, мы просто души, что встретились в этой жизни опять, и я замедляю время, чтоб снова тебя не потерять. Может, мы просто куклы. Может, мы просто куклы. А может, мы просто куклы. И когда овации в зале умолкнут, нас без всякого сожаления просто так поставят на пыльную полку. Может, мы и не куклы.
10-я юбилейная выставка «Палестина глазами российских художников», приуроченная к 33-й годовщине провозглашения государства Палестина, открылась в стенах Общественной палаты 26 ноября. Организаторами выставки выступили комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Духовное собрание мусульман России, региональная общественная организация Чувашской Республики, Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Выставка прошла при поддержке и содействии посольства государства Палестина в Российской Федерации. Для нас это важное культурное, общественное событие, потому что многие народы, населяющие нашу страну, да и во всем мире с глубоким уважением относятся к этой земле, к этой территории, где зародились авраамические религии, где каждое место несет свою историю, свою культуру и взгляд в будущее. Палестинские и российские отношения длятся больше 1000 лет с момента принятия христианства в России. И единственная, наверное, страна в мире, которая построила город и его назвала Иерусалим, Подмосковье, это Россия. Там это копия от города Иерусалим, там музей Иерусалим. Вы понимаете, когда-то чувашский патриарх Иван Яковлевич Яковлев писал: «Любите Россию, и она будет вам матерью». И я тоже повторяю: любите Россию. И он был прав. И Россия мать всех свободолюбивых людей на свете, мать всех свободолюбивых народов, мать по защите мира на земле. Данное мероприятие посетили члены Общественной палаты Российской Федерации, российские и иностранные дипломаты, общественные деятели, а также представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Императорского православного палестинского общества, общественных организаций и ведомств. Международная экспозиция собрала полотна более 250 художников, работающих в разных жанрах. На полотнах запечатлены уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничеств, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей. Основная цель данной выставки заключается в том, чтобы продемонстрировать посыл к миру, установлению межконфессиональной и межкультурной гармонии в современных условиях. И, конечно же, мы надеемся, что мероприятия подобного рода будут повторяться все чаще и чаще, что послужит оплотом дальнейшего развития кросс-культурных взаимоотношений между российским и палестинским народами. Пресс-служба Духовного собрания мусульман России. فلنقم كلنا للدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم ولنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستخي علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمم إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل
شكر قد رنم اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم لا توافي شكركن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم. Палестина глазами российских художников. Под таким названием 15 мая в Доме дружбы народов открылась выставка живописи и графики. Необычная страна привлекла внимание художников Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Хакасии, Санкт-Петербурга, Москвы и других. Выставка направлена на защиту мира на земле, на защиту свободы, на защиту борьбу за свободу на святой земле Палестина, чтобы никогда не была война, чтобы люди жили в мире, в свободе, чтобы людей была возможность развиваться, учиться, общаться с миром. Наша жизнь – это один миг. А то, что натворил Запад, к сожалению, во главе Соединенных Штатов Америки и Англия, очень это благодаря их, эти проблемы, эти войны последние 73 года происходят на Ближнем Востоке. Наша судьба, что мы оказались в этом мире, на этой планете. Мы должны жить дружно, должны помогать друг другу, поддержать друг друга. Уникальные мусульманские и христианские святыни, живописная природа, сцены быта, портреты, каменистые горы, пустыни, долины. Здесь представлено более 200 авторских работ. Я видел во многих картинах, это действительно история Палестины там на самом деле. Это о чем говорится, что действительно художники требовалось, наверное, от них очень много времени, чтобы нарисовать таких замечательных картин. Каждый мастер кисти видит эту страну по-своему. Наталья Смирнова вместе с сыном представили на выставке триптих «Палестинский рынок». Мы решили выбрать такую технику, как техника монотипии. Она не совсем традиционна, и у нас в Чувашии художники редко пользуются. Но мы посчитали, что эта техника она максимально сможет передать настроение, историю, призрачность всего того, что мы нарисовали. Жители Чувашии смогут ознакомиться с выставкой в Доме дружбы народов до середины июня этого года.